ежегодно проводилась 7-8 ноября. В связи с тем, что в этом году, сказали, каникулы будут чуть ли не с 31 октября, мы перенесли начало конференции на неделю раньше, и, в общем-то, сделали это зря. Потому что каникулы, оказывается, начинаются чуть ли у всех по-разному. Кто-то сегодня последний день, многие учителя попросили разрешения прийти на секционное заседание, которое будет проходить у нас с часу до 3:30. Дорогие коллеги, вы получили программу. Вы прекрасно понимаете, что сегодня учебная исследовательская деятельность занимает очень важное место в учебном процессе школы. И требование в ГОС к 2017 году, чтобы почти все школьники участвовали в проектах и исследованиях. То есть учебный вот как раз год остается для того, чтобы мы перевели наших школьников. Для этого необходимо провести очень большую работу и самому учителю разобраться, что такое учебное исследование, что такое исследовательская деятельность. Поэтому такая конференция, которая проводится ежегодно, она собирает учителей заинтересованных в этой проблеме. У нас с прошлого года влились в наши ряды преподаватели среднего профессионального образования. В этом году у нас появились новые коллеги, это представители музыкальной школы, которые тоже достаточно серьезно занимаются сельской деятельностью, но в системе доп. Образования никогда не могли найти своего выхода. Поэтому мы их активно привлекаем, поэтому я думаю, что вот поле преподавателей, педагогов доп. Образования у нас всегда активно участвуют преподаватели Брестского государственного университета, очень активно согласуются. Вот уже второй год у нас участвуют и представители Брестского научного центра, которые тоже понимают, что исследовательская деятельность будет эффективна только тогда, когда она будет начата как раз гораздо с раннего возраста. Поэтому, дорогие коллеги, разрешите считать конференцию открытой, и слово для приветствия мы предоставляем проректору по научной деятельности Брестского государственного университета, доктору химических наук, профессору Хакетову Вячеславу Викторовичу. Дорогие друзья, позвольте вас поздравить с открытием конференции. И эта научно-практическая конференция, наверное, играет большую роль, поскольку последние годы мы упустили эту работу не только в стенах университета, но и, самое главное, в стенах школ. Я просто скажу на своем примере. Наверное, каждый, кто из нас поступал тогда, был заинтересован в профессии. Я выбрал профессию химик не из-за того, что что-то было, а просто у нас был замечательный учитель химии, который нас после занятий оставлял в лаборатории, мы делали там все, что могли. И, конечно, вот такое привитие к исследовательской работе, он нам давал реферат, нам давал задачи и так далее, она, конечно, способствовала тому, что мы уже к концу своего выпуска уже знали, куда мы пойдем. И дополнительное образование, оно ограничивалось не только стенами школ, дополнительно мы ходили и в различные кружки, и в Дом пионеров и так далее, которые способствовало тому, что я считаю себя уже профессионалом в области химии, это способствовало выбору профессии. Это очень важный момент, и, конечно, научно-исследовательская работа в современном этапе к нам приходят студенты, которые не совсем владеют навыками исследовательской работы. Они не совсем понимают практическое его значение. Они не совсем понимают, что нужно им делать. И, конечно, вот это такое воспитание со школьных дополнительного образования, я считаю, на сегодняшний день актуальным, современным. Поэтому еще раз позвольте вас поздравить с открытием конференции. Всем вам замечательной работы и замечательных успехов. Спасибо. Хотела взять данные, сколько зарегистрировалось. Спасибо, Вячеслав Викторович. Я хотела сказать, что на конференции у нас принимает участие в очной и заочной форме 80 человек. Это представители Москвы, Тульской области, Забайкальского края, Иркутской области, Новосибирска, которые прислали свои статьи заочно. Часть мы будем использовать новые технологии, когда в рамках пленарного доклада один докладчик у нас будет из Москвы докладывать по скайпу. Поэтому представительность есть. Планировали приехать монголы, но в последний момент
что там у них произошло. Поэтому я думаю, что каждый год у нас меняется направленность конференции. В программке вы прочитали, что у нас 7 конференций, каждая конференция была с определенным направлением. В этом году мы все-таки также продолжаем направление, связанное с федеральными государственными образовательными стандартами и, конечно же, с реализацией исследовательской деятельности именно самого учителя. Самого учителя, чтобы это написание статьи, это тоже очень большое научное исследование. Поэтому сейчас я представляю слово доктору педагогических наук, заведующей лабораторией инновационных технологий защиты детства Терену Владимиру Цвиджаковичу. Так, тема его доклада звучит «Формирование учебно-исследовательской культуры учащихся». Владимир Цвиджакович занимается серьезным инклюзивным образованием, поэтому тоже с прошлого года в нашу орбиту исследовательской деятельности привелись учителя коррекционной школы, здесь тоже они присутствуют. Поэтому слово предоставляет Терену Владимиру Цвиджаковичу. Извините. У нас ведется трансляция онлайн, если что имеете в виду, потом это можно будет посмотреть еще в Ютубе, да? В Ютубе, и оно будет там лежать, можно будет внимательно еще послушать. Поэтому работаем в прямом эфире. День добрый, уважаемые участники конференции. Я очень рад тому, что организаторы данного мероприятия, мы второй год подряд пригласили меня принять участие в работе ее. Я считаю, что сегодняшнее состояние вообще системы общего образования, в том числе дополнительные и персональные, нельзя игнорировать это, находится очень ситуация некой неопределенности, и эта тенденция, она сохраняется на протяжении уже значительного периода времени. Поэтому одним из направлений, трендов развития системы общего образования, и это отражено в том числе в федеральном государственном образовательном стандарте, является как раз учебно-исследовательская деятельность. Потому что сегодня исследовательский тип поведения вообще характерен для современного человека, для современного общества. Это очень важный момент. Другой вопрос, что насколько сегодня наше учительство готово к тому, чтобы в полном объеме реализовать те идеи, как, в общем-то, они идеи заложены были в теории. Другой вопрос, что, конечно, мы в эти годы добились того, чтобы охват детей исследовательской деятельности был высок. Наверное, эта задача, на мой взгляд, решена. Вопрос теперь стоит уже в содержании деятельности, а это самый главный момент. И поэтому я хотел бы остановиться сегодня на озвучении вопроса о формировании учебно-исследовательской культуры учащихся. Действительно, сегодня характеризуется тем, что при достаточно большом количестве лиц высоким уровнем образования, людей с высоким уровнем культуры становится все ниже. Это парадокс, да? Это связано, на мой взгляд, с одним очень важным моментом, тем, что самообразование имеет очень важное культуроформирующее начало, а этот порог, я думаю, снижен. Анализ научной литературы, особенно образовательной практики в современных школах, позволил определить, что одной из значимых причин такого положения дела является как раз этот факт. Это обстоятельство инициирует процесс трансформации репродуктивной модели образования в культурно ориентированной. Сегодня же статистика и результаты нашей деятельности, анализ деятельности педагогов, аттестаций позволяет констатировать, что репродуктивные формы обучения сегодня все-таки доминируют на данный момент в нашей системе образования. То есть серьезных трансформаций не произошли. Очевидно, что сегодня комфортно в социальном плане может ощущать лишь широко образованный человек, способный корректировать направление содержания своей деятельности. Базовым условием для этого является общий культурный уровень личности, поскольку он прививает интерес не только к образованию, но создает дополнительную мотивацию к постоянному саморазвитию на протяжении всей жизни. Сегодня очень много муссируется о смыслах образования в школах, и зачастую мы слышим тезис о том, что одним из смыслов образования детей является формирование успешного человека. Но что под этим понимаете? Любые дефиниции требуют раскрыть его содержание. На мой взгляд, как раз успешность и есть способность реализовать себя в том или ином виде деятельности. Наметившаяся смена идеологии образования во многом обусловлена необходимостью преодоления противоречий между естественно-научным и гуманитарным компонентами культуры. Существующее противоречие должно способствовать взаимообогащению этих компонентов культуры, поиску целостной культуры. Анализ образовательной практики, результатов теоретических исследований подтверждает, что интеграция гуманитарных и естественно-научных форм знаний способствует формированию цельного знания об окружающем нас мире. В этом смысле я являюсь носителем по образованию учителя математики, и в смысле научных интересов в области гуманитарных знаний, на мой взгляд, это сочетание
естественно-научного подхода и гуманитарного, я думаю, что это обогащает в целом мое представление о мире. Однако сегодня мы наблюдаем фактически обратный результат. Именно вхождение в интегральное поле культуры находится в наиболее невыгодном положении. Отражением это является, как было уже отмечено выше, снижение целого уровня культуры в обществе при фактически формально высоком уровне образования общества. На наш взгляд, уже второй группе причин мы можем отнести, наверное, состояние в сфере культуры и образования, в том числе определение образовательных ценностей. В связи с этим современная общеобразовательная организация должна давать своему воспитаннику понимание современной социокультурной реальности с целью формирования способности адекватно ориентироваться в мире, осуществлять осознанный выбор своей жизненной позиции и способов самореализации. Вопрос заключается лишь в том, каковы теоретические подходы и позиции, на основе которых вот эта работа должна строиться. И наш анализ теоретический источника позволил нам в качестве такой основы выделить концепцию культуры творческой школы Алисы Петровны Валицкой, которая, в общем, такая живая концепция опирается на комплекс методологических положений. Первая концептуальная позиция заключается в признании ребенка в качестве особого носителя культурного мира со своими правилами, законами, системой ценностей, особым языком и жизненным смыслом. Это один из значимых трендов развития вообще системы образования. Другой вопрос, это понимание есть, а вот каким образом это реализовать практически. Вторая позиция заключается в понимании учителя как носителя педагогического творчества. В данном случае речь идет об особом типе педагогического мышления, которое можно охарактеризовать как продуктивный, творческий, с установкой на самостоятельность. Давайте абстрагируемся, вспомним, в каком состоянии мы находимся в силу различных факторов, которые влияют на продуктивность нашей деятельности. Именно роль учителя как транслятора культуры учащимся не была уделена последние годы достаточно внимания. Необходимо признать, что усилия были направлены на решение общепедагогических или организационно-педагогических вопросов. Концепция культурно-творческой школы Валицкой признает значимость главных субъектов образовательной деятельности, коммуникации которой способствует формированию той самой культуры. Я думаю, что вот это переход от одной парадигмы образовательной, традиционной, гуманистической, не было, на мой взгляд, акцентировано внимание как раз на формах взаимодействия, потому что в педагогике воздействия мы должны были перейти на педагогику взаимодействия, а вот в этой педагогике или в этой парадигме сущностным является все-таки система отношений вот этих субъектов образования. Третья позиция концепции требует проектирования образовательного процесса как модели социокультурного пространства, в котором происходит становление личности, развитие способностей к адекватному восприятию ресурсам, критической оценки, сознательного выбора будущей своей профессиональной деятельности. Это пространство творчества, продуктивного взаимодействия, выстраивания системы ценностных смыслов и осознанного выбора собственной траектории саморазвития. Результатом реализации модели социокультурного пространства станет два процесса. Это социализация, то есть мы понимаем под этим подготовку ребенка к жизни в обществе, и инкультурация, освоение традиций и норм поведения. Я думаю, что как раз потенциал учебно-исследовательской деятельности в школьном образовании, он, конечно, недостаточно реализован. Теоретический анализ вопроса позволил нам также выделить положение, относящееся к компонентам личностной культуры. Например, Алексей Иванович Газман дает определение базовых компонентов личностной культуры и ее описание с опорой на подход, основан на характеристике активности самой личности. Но если мы вспомним теорию Василия Васильевича Давыдова, теорию учебной деятельности, то активность это есть важная и главная характеристика деятельности. Да? Он определяет его как генеральную способность, являющуюся обязательной предпосылкой своих условий возможности отбора элементов общественной культуры для культуры индивидуальной. Это положение дает основание нам утверждать, что исследовательский характер деятельности обучающих школьников является ведущим. И вот этот, наверное, тезис надо все-таки жирно выделять шрифтом для того, чтобы понять эту суть. Поскольку культура как феномен, а я четко говорю феномен, потому что в современном русском языке феномен мы используем чаще всего как некое явление, а феномен это когда речь идет о личности конкретной. Феномен, допустим, даже религиозный. Сама по себе вот этот феномен, культура как феномен, сама по себе дифференцируется по типу характера человеческой деятельности, то в качестве базового компонента личности можно выделить учебно-исследовательскую культуру. То есть, если мы говорим об общей культуре человека, личности, то учебно-исследовательская, наверное, то, что я в начале своего доклада говорил о том, что исследовательские типы поведения характерны для современного человека, то учебно-исследовательская культура является очень важным, одним из базовых компонентов культуры человека. В традиционной парадигме учебно-исследовательской культуры школьников представлена как некая нормативная, заданная в качестве образца, которая является ориентиром при организации познавательной деятельности, в том числе учебного исследования. С другой стороны, эту дефиницию мы можем рассматривать как особые интеллектуальные свойства личности ученика. Учебно-исследовательская культура формируется и получается развить процесс организации учебных исследований. В первую очередь, конечно.
Оно по сравнению с научным исследованием является свернутым, представляет собой незначительную часть процесса научного познания. Безусловно, мы должны разводить классическое научное исследование, которое проводит ученый, да, взрослый состоявшийся исследователь, и то, которое проводит ребенок. Не случайно Василий Васильевич Давыдов называет выполнение школьником исследовательской работы квазиисследованием, ну или по-другому минимум исследований. Если ученый, выстраивая некие гипотезы, предположения, рождает новые знания, то ребенок исследование ребенка, ученика не заключается в том, что он эти знания порождал, а заключается в том, что он открытие делал для себя. Значит, для ученика предмет исследования задается учителем. Иногда он возникает спонтанно по мере развития познавательных действий. А, как я уже говорил выше, для ученого он изначально уже задан. Однако научное познание, учебное исследование школьника имеет в своей основе одни и те же формы, структуры, и путь проникновения сущности предметов явлений, но на разном уровне сложности, разные периоды процесса познания. То есть на разных периодах онтогенеза, во-первых, находится и ученый в силу возрастных особенностей, да, и ребенок, который обучается в школе. На основе вышепредставленных суждений можно понимать под учением совместное исследование, проводимое учителем и учеником. То есть если мы будем понимать сегодняшний урок как некий процесс учения ребенка, то есть исследования поведения, то это, наверное, позволяет нам уже рассматривать урок с неких иных позиций и анализировать его с другой точки зрения. Такая интерпретация учения позволяет определить учебно-познавательную деятельность как культуру творческий процесс, направленный на решение неизвестного и предполагающий наличие этапов, характерных для научного исследования, и диалог в культуре его субъекта. Вот я хотел бы сказать, что вот сегодня стандарт нас требует, во многом этот документ очень интересный, нужный, можно было бы увидеть и причины его возникновения, его требований к его реализации. Но на самом деле, все-таки для меня, для как практика, педагога, теоретика, важно то, какое содержание мы включаем. На мой взгляд, сегодня ситуация очень противоречивая, потому что во многом педагогам нашим объясняют, что ФСГОС есть некий инструмент, средство решения всех наших проблем. У нас много было опыта в истории советского образования, российского образования, когда нам предлагаются различные варианты развития системы образования, но они уходили в канун лета, как вы знаете, да? И поэтому, когда мы безусловно принимаем то, что нам говорят, надо, я думаю, что в том числе не только ребенок, но и педагог должен уметь критически относиться к тому, что он озвучивает, и находить способы. И в этом контексте, в ФГОС, я думаю, очень важно найти содержание урока. И вот одним из моментов значимых для того, чтобы качественно изменялось содержание учебных занятий, наверное, это построение урока на основе именно учебных исследований. Учебное исследование, по мнению Татьяны Васильевны Бондарчук, сохраняет все характеристики учебно-познавательной деятельности школьников. Отличие лишь в том, что его структурные компоненты более развиты и обогащены. Не случайно средством учебного исследования является компетенция использования методов научного познания. Это умение планировать деятельность, то, что мы называем УВД, регулятивные, да, универсальные учебные действия. Умение навыки работать с научной литературой. Умение навыки подготовки и проведения эксперимента. Неважно, это в гуманитарной сфере или в технических науках. Умение науки анализировать и оформлять результаты работы, то есть интерпретация тех результатов, которых я мы называем сегодня в наших ФГОСах, это метапредметные умения, надпредметные, потому что мы информацию получаем и на истории, и на математике, и умеем даже интерпретировать. И вот видите взаимосвязь между учебным занятием и тем учебным исследованием, о котором я говорю. И самое главное, рефлексивное умение. Исследователи психологов показывают, исследования психологов показывают, что владение исследовательскими компетенциями не только позволяет выработать некий исследовательский тип поведения школьников, но способствует и интенсивному интеллектуальному развитию, развитию теоретического типа мышления. Я в прошлом годном докладе я как раз говорил о теоретическом типе мышления. С педагогической точки зрения важным результатом освоения ребенка методов научного познания можно рассматривать сознательность усвоения знаний, понимание сути изучаемых явлений, процессов, феноменов, интегративного характера знаний. Вот это очень важный момент, уважаемые коллеги, потому что вот сегодня, когда многие метапредметные уроки, так называемые учителя, которые проводят, его интерпретируют как некую межпредметность, а во многих статьях, потому что я читал действительно такой подход к интерпретации, наверное, это очень неправильно. Вот как раз я думаю, что исследовательский подход позволяет в том числе и определить сущность этих понятий. Это, то, что я выше сказал, позволяет определить учебную исследовательскую культуру, учащихся как динамический процесс, в котором личность не только
потребляет ценности культуры, но и создает, обогащает материальную, духовную действительность с помощью умений, навыков, научных знаний. И вот опять же, возвращаясь к Василию Васильевичу Давыдову, важнее для ребенка исследования ученого одна позиция, для ребенка важнее не сам факт, результат исследования, наверное, да, а те внутренние изменения, которые в нем в результате этого работы происходят. Осуществляя исследования, школьник создает систему представления о культурном познавательном пространстве, о своем месте в нем. Таким образом, он инициирует культурное самоопределение. Культура самореализации, оно детерминирует новую форму познавательной активности. Этим и обусловлена позиция, что исследовательская деятельность школьника способствует самоопределению и самореализации личности. Таким образом, самоопределение школьника, стремление к саморазвитию, освоение социальных норм выступает в роли результата исследовательской, то есть по-другому познавательной деятельности, которая позволяет расширить представление об учебно-исследовательской культуре учащихся. Но, опять же, базовым компонентом личностной культуры, как базовый компонент личностной культуры, она отражает потребности самореализации, позволяет экстраполировать знания умения навыки в любую область практической и теоретической деятельности, то есть она делает знания опосредованными. Важно то, что уровень овладения школьником учебно-исследовательской культуры определяет степень и форму проявления индивидуальности в процессе учебных исследований. Результативность этой работы отражает эффективность вхождения в социальную жизнь. Я вот хочу сказать, что вот не случайно наш проект по научной работе говорил о том, что вот связь между разными уровнями образования, если ребенок на школьном уровне имел какой-то опыт научно-исследовательской работы, то это будет являться неким показателем большей готовности студента уже вуза к проведению вот этих исследований. Я думаю, безусловно, это правильно. И вот раннее начало, вот подготовка ребенка к такому, наверное, образу познания мира, окружающего мира, наверное, это очень важный момент. Важно отметить еще один важный момент, который носит принципиальный характер. Это вопрос культуры учителя, который коррелирует с результатом выраженного уровня базы культуры личности учащихся. Мы всегда забываем, что человек – существо социальное. Ребенок становится не от компьютера. Как сегодня много говорит, некоторые школы, я видел материал картину, когда директора школ, руководители образовательной организации считают, что использование компьютера или компьютерных иных технологий дистанционных является показателем соответствия учебных занятий этим требованиям стандартов. Я думаю, абсолютно это ложный посыл, потому что сегодня как раз контингент сегодняшних учащихся проблемным является, проблемным является именно проблема социализации детей. А что может дать нам компьютер? Модель поведения, образ мышления или какие-то характеристики личности? Я думаю, что нет. И вот в этом плане, я думаю, вот акцент на социальность, на взаимодействие субъектов – это очень важное направление. И этот фактор оказывает прямое воздействие на уровень развития учебно-исследовательской культуры ученика. Обеспечивает это качество содержания взаимодействия педагогов с учащимися, содержательной насыщенности их сотрудничества. То есть я опять же возвращаюсь к содержанию учебных занятий. Эффективность формирования учебно-исследовательской культуры в процессе обучения определяется не столько комплексом методов и форм организации познавательной деятельности, сколько полученным в результате взаимодействия способности ученика к самостоятельной деятельности. Тоже этот момент. В этой связи важный тот факт, что специальная работа по формированию учебно-исследовательской культуры учащихся позволяет актуализировать подход к обучению, основан на активном участии обучающихся к рождению новых знаний. Или мы даем для того, чтобы заработать балл, да, стимулирующий ребенку выступившего на конференции, или все-таки задача ставится для развития ребенка. Это две разные позиции, мотивация разная. Соответственно, вот я говорю о мотивации той, которая продуктивна. Очевидно, этот подход гармонизирует с требованиями положения возрастного поколения. Более того, такой подход к организации учебно-исследовательской деятельности позволяет действительно трансформировать сознание учителей, выражающиеся изменением понимания субъективного характера знаний, местной роли человека в обществе, стремление к формированию целостного представления картины мира и учета интересов учащихся. И я думаю, что вот как раз учет интересов учащихся как раз позволяет в какой-то степени гуманизировать, да, или объективно как бы подводить к выстраиванию личностно ориентированного подхода построения образовательного процесса. Таким образом, организация учебного процесса направлена на формирование учебно-исследовательской культуры ученика, предполагает разумное сочетание теории и интеграции различных подходов для достижения цели. Хотя мы обозначили в тексте один подход Валийский. Учебное исследование в этом контексте будет использовать эффективное средство формирования учебно-исследовательской культуры учащихся. И вот это заключение хотел бы сказать, что действительно
Вот проблема инкультурации, вхождения в культуру наших учащихся является действительно очень тревожным моментом, и вообще уровень развития культуры в целом общества является отражением вот этого процесса. И для того, чтобы мы потом эту проблему не обозначали в более жестких рамках и начинали снова решать, я думаю, что сегодня мы должны предпринять все усилия для того, чтобы через формирование учебно-исследовательской культуры мы выстраивали цельную культурную личность. Да? Я вот, благодарю вас за внимание, вот мое отношение к тому, к той теме, о которой я сегодня говорю. Спасибо большое. Вопрос так, кулуарно, да? Многие мои положения могут быть дискуссионные, поэтому я думаю, что в ходе осмысления, наверное, у вас возникнет вопрос. Можно письменно. Да, могу. Владимир Сибирджак приготовит как ответ. Спасибо. Я хочу пригласить микрофон выпускника исторического факультета, немножко остановиться на этом подольше чуть-чуть, потому что здесь мы сегодня, вы прочитали уже в программке, мы еще совместили одно мероприятие, у нас была большая программа, целевая программа педобразования, о которой я буду говорить. Вот сегодня они будут получать дипломы о профессиональной переподготовке. Вот такие красивые здесь сидят, очень приятно. В течение года они с нами были, поэтому почему я хочу сказать про исторический факультет, потому что этот год можно назвать звездным для исторического факультета БГПИ, БГУ нашего сегодняшнего дня. Вы все в курсе, да, что два выпускника исторического факультета, Будуев Николай и Дамдинов Алтар, стали депутатами Государственной Думы Российской Федерации. А буквально вчера с Москвы прилетел самый молодой академик, большой академик Российской академии наук, выпускник исторического факультета Базаров Борис Иванович. Поэтому я считаю, что исторический факультет, то есть, показывает, что во все времена он являлся достаточно серьезной базовой подготовкой, поэтому я думаю, вам есть чем гордиться. А я хочу пригласить, вот как раз мы говорим про исследовательскую деятельность в течение длительного времени, вот я не могу сказать, что я была учителем этого студента бывшего, но он студент. И вот с молодых ногтей, с первого курса он показывал свое ретивое отношение к науке, закончил, год отработал в школе, защитил диссертацию и сейчас является одним из юных талантливых дарований. Поэтому я просто все названия регалии его звания не могу сказать, поэтому прочитаю. Председатель Совета научной молодежи Бурятского научного центра Сибирской академии Российской академии наук. Председатель Совета молодых ученых Института монголоведения, будологии, тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук, кандидат исторических наук Нуров Евгений Владимирович. Вот как раз он расскажет о опыте и перспективах организации деятельности молодых ученых в Республике Бурятия. Это для вас, дорогие учителя, чтобы вы понимали, что вот эта преемственность, она должна быть все время. Поэтому, пожалуйста, Евгений. Добрый день, уважаемые коллеги. Хочу сказать, что я рад за сегодняшних школьников, потому что когда они приходят в школу, их встречают такие красивые учителя и мужественные педагоги. Прежде всего, позвольте поблагодарить Институт непрерывного образования Марину Геннадьевну за организацию серии научно-практических конференций, которые имеют свой практический результат, который воплощается непосредственно в учебной практике. Итак, именно на этапе учебно-исследовательской деятельности во многом формируются основания будущих научных серьезных открытий. Ну, ладно. Начнем с этого слайда. Когда в стенах школы происходит подготовка исследователей с ориентацией на перспективу построения карьеры в науке, нужно не только раскрывать вопросы методики и методологии научно-исследовательской деятельности, но и знакомить ученика с профессией ученого, теми вызовами и возможностями, которые она предполагает, особенно на заре карьеры. Поэтому в рамках нашей конференции актуальной является тема положения и перспектив молодых ученых в Республике Бурятия. Ведь, согласитесь, наверное, и у вас были случаи, когда дети, поддающие надежды, активно занимающиеся научно-исследовательской деятельностью, потом уходили совершенно в другие сферы. Почему? Приведу пример. У меня одноклассник выиграл все олимпиады по химии, затем в университете отлично учился, в аспирантуру пришел и говорит: слушай, 1500 стипендий, а 3 года надо учиться. Мне уже без степени предлагают работу 60 000 рублей оплату.
То есть к таким вызовам мы должны детей готовить, если мы видим, что это будущее нашей науки. Но для того, чтобы подготовить к этим вызовам детей, мы должны понимать, на какие преимущества они могут рассчитывать. Именно этому и будет посвящен сегодня мой доклад. История консолидации молодых ученых в нашей республике берет свое начало с 60-х годов, когда был образован Совет молодых ученых при Бурятском научном центре. Совет молодых ученых был создан в 1999 году. На сегодняшний день во всех высших учебных заведениях Республики Бурятия существуют советы научной молодежи. Кроме того, увеличение числа молодых ученых, занимающихся научно-исследовательской деятельностью в 2000-х годах, и понимание приоритетности инновационного пути развития республики детерминировали создание Совета молодых ученых при Государственном комитете Республики Бурятия по молодежи, физической культуре и спорту. Целью нового совещательно-консультативного органа стала координация научно-исследовательской деятельности аспирантов, молодых преподавателей. И 1 декабря 2006 года последовала реорганизация Совета в региональную общественную организацию, содействующую активизации научного потенциала и формированию интеллектуальной элиты молодежи в Республике Бурятия. Организацией на сегодня создан плацдарм для консолидации молодых ученых на республиканском уровне и также сформирована широкая сеть партнеров как в России, так и за рубежом. С 2008 по 2012 года еще одной структурой, объединяющей научную молодежь, была городская общественная организация Улан-Удэнский совет научной молодежи при городском совете депутатов. Здесь рассматривались вопросы развития города, а также проблемы молодежного парламентаризма и молодежного предпринимательства. По данным исследования, проведенного Министерством образования и науки Республики Бурятия, в 2013 году количество молодых ученых составляло 1200 человек. Современное состояние развития научно-исследовательской деятельности в Республике Бурятия характеризуется усилением внимания к молодым ученым как реализация одного из направлений государственной молодежной политики на федеральном уровне, а также совершенствованием организационных условий и механизмов поддержки. 10 февраля 2016 года на торжественной церемонии вручения премии президенту для молодых ученых Владимир Владимирович Путин отметил необходимость дальнейшего привлечения в науку молодых талантливых специалистов с целью укрепления научно-технического потенциала России и решения масштабных задач, стоящих перед страной. Ключевую роль в этом процессе глава государства отвел ведущим научным и образовательным учреждениям. И также он отметил, что кадровый резерв науки необходимо готовить уже со школьной скамьи. Значимым событием федерального масштаба стало утверждение правительством Российской Федерации основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, где определены система принципов, приоритетных задач и механизмов, обеспечивающих реализацию государственной молодежной политики. В данном документе нормативное определение получила категория «молодой ученый», впервые в законодательстве Российской Федерации. Молодой ученый – это исследователь, осуществляющий свою деятельность в образовательном или научном учреждении, имеющий степень кандидата наук до 35 лет, имеющий степень доктора наук до 40 лет и не имеющий степени до 30 лет. Когда мы встречаемся на различных совещаниях, всегда задают вопрос, почему у молодых ученых такой возрастной лимит высокий? Ведь у нас молодежь считается до 30 лет, и особенно молодые предприниматели нам задают вопрос, давайте тогда у молодых предпринимателей тоже возраст повысим. Но здесь важна принципиальная задача. Предпринимательством и любой деятельностью у нас можно заниматься уже с 18 лет. То есть, для того, чтобы подготовить молодого ученого, кандидата наук, сегодня необходимо как минимум 9 лет. 4 года бакалавриата, 2 года магистратуры и 3 года обязательно, теперь 3 года аспирантуры. И не факт еще, что он выйдет с защитой степени, потому что он получит диплом об окончании аспирантуры, где будет сказано, что имеет право преподавания в высших учебных заведениях. Поэтому вот этот большой этап подготовки молодого ученого, он и компенсируется таким высоким возрастом. Что это дает? В свою очередь это дает определенные и социальные гарантии, потому что программа предоставления жилья для молодых ученых она соответствует этим критериям, также до 35 лет кандидатам наук, до 40 лет докторам наук. И экономические определенные блага, потому что у нас есть в отдельных учреждениях фонды стимулирования и поддержки для молодых ученых. Еще один момент, конечно, как выжить в условиях этого обучения на стипендию. Мне часто задают такой вопрос, когда я встречаюсь и с магистрантами, и с аспирантами.
Они говорят, вот, мы бы желали заниматься наукой, есть для этого основания, но стипендия довольно маленькая, а жить надо уже сегодня, формировать семьи. Здесь необходимо отметить инициативы наших грантодателей, в том числе Российский научный фонд и Российский гуманитарный научный фонд, и также позиции Министерства образования. Дело в том, что во многих современных грантах предусмотрено обязательное участие студентов и аспирантов. При этом определяют, что зарплата студентов и аспирантов она не должна очень сильно разниться со средней зарплатой основных исполнителей. И, соответственно, если человек действительно уже в студенческом возрасте или в качестве аспиранта делает серьезную заявку в плане научных исследований, его могут привлечь в этот грант, и там уже ему обеспечена зарплата. То есть ситуация каких-то материальных ограничений, ее нет. Есть ситуация различных возможностей в условиях и аспирантуры, и студенческого образования. В Республике Бурятия, сейчас я остановлюсь на конкретных мерах, которые у нас реализуются, у нас формируются благоприятные условия для раскрытия научного потенциала молодежи. И опять же здесь очень большая заслуга Института непрерывного образования, потому что проводится очень много научно-практических конференций. И многих ребят, которых мы видим на этих научно-практических конференциях, затем они поступают в соответствующие направления в высшее учебное заведение и продолжают обучение в аспирантуре. Также развитие научно-исследовательской деятельности молодых ученых в республике способствует поощрению наиболее результативных научных достижений, что предусмотрено рядом премий муниципального, республиканского и федерального уровня. Так у нас проводится конкурс названия лауреат премии мэра города Улан-Удэ «Молодые таланты» в номинации «Наука». Лауреатами премии становятся молодые люди, достигшие высоких результатов в научной и профессиональной деятельности, актуальных для решения технических, экологических и социальных проблем города Улан-Удэ. Также у нас проводится конкурс на соискание государственной премии Республики Бурятия в области поддержки талантливой молодежи. В рамках конкурса учреждена номинация «Научно-техническое творчество» и «Учебно-исследовательская деятельность». То есть там возраст участников с 14 лет. Следует отметить, что это положение о конкурсе размещено на официальном сайте Министерства спорта и молодежной политики, и в этом году принимаем заявки до 14 ноября. То есть у вас есть возможность поучаствовать. Размер премии составляет 18 тысяч рублей. Также у нас проводится и федеральная премия для поддержки талантливой молодежи. Лауреатами премии становятся победители всероссийских и региональных олимпиад среди школьников и студентов. С 2005 года Республиканским советом молодых ученых и Министерством образования и науки Республики Бурятия организован конкурс «Лучший молодой ученый», который стал своеобразным брендом Республики Бурятия, и в нем могут принять участие молодые педагоги. Победители конкурса получают возможность краткосрочной стажировки в России и за рубежом. Поскольку мы готовим учеников-исследователей, мы должны готовить их и к тем проблемам, и тем вызовам, с которыми они столкнутся. Важной задачей проректорного времени является внедрение достижений науки в реальный сектор экономики, что представляется перспективным для современной научной индустрии и одновременно сферы экономики и предпринимательства. Сложилось устойчивое убеждение, что ситуация, когда цели ученого были ограничены лишь получением чистого научного знания, без заботы об интеграции полученных результатов в плоскость практического применения, становятся малоперспективными в условиях капиталистического развития. Как результат данного убеждения, с целью формирования компетенций бизнес-менеджеров у молодых ученых, поиска потенциальных инвесторов для реализации научных проектов, Министерством образования и науки Республики Бурятия были организованы инвестиционные сессии для молодых ученых, в рамках которых молодые ученые могли представить потенциальным инвесторам свои научные разработки. Говоря о результатах данной инициативы, можно сказать, что она, конечно, удалась, и мы выявили острые вопросы, над которыми следует работать. Это и презентация своих разработок, и умение выступать перед публикой, и понимание бизнес-планов. Но с другой стороны, еще яснее обнажилась ситуация, что задача ученого – это все-таки заниматься наукой.
И когда мы пытаемся сделать из ученого предпринимателя, не выходит ни ученого, ни предпринимателя. Но в основах современной предпринимательской деятельности, коммерческой деятельности он должен заниматься. Поэтому сегодня инвестиционные сессии проводятся, но уже характер задач немного изменен. И также инвестиционные сессии показали, ресурс молодых ученых может быть направлен на решение актуальных задач научного, технического и инновационного развития Республики Бурятия при формировании соответствующего госзаказа. То есть многие исследования наших представителей вузов и академической науки, они направлены на решение задач непосредственно Республики Бурятия. Что неинтересно другим инвесторам из других регионов. Вектор современного развития науки формирует перед молодыми учеными обновленные задачи. Во-первых, это умение презентовать результаты научной деятельности для широкой аудитории. Так, в Бурятском научном центре состоялся круглый стол «Наука и СМИ». И наши коллеги из средств массовой информации сформулировали свои пожелания, чтобы научный язык был более доступным, наука была более открытой и меньше мы употребляли специфической терминологии. Однако исключение научной терминологии не способствует реализации одной из основных идей науки, то есть просвещения. Поэтому простое редуцирование научной информации не сможет компенсировать доступности представления результатов научных исследований. И требуется формирование новых объяснительных моделей, способных на доступном уровне изложить сложные теоретические вопросы без излишнего упрощения категориально-понятийного аппарата. Именно реализации данной цели посвящен конкурс Science Slam, который проводится Бурятским научным центром. В этом году мы будем проводить его 10 ноября, уже в 3-й раз. Это проект популярный в странах Европы, с 2012 года он популярен и в России. Основная задача – это презентация результатов своей исследовательской деятельности перед аудиторией не специалистами. Это студенты, журналисты, школьники. Самое главное, что победителя выбирает аудитория по шуму и продолжительности и громкости аплодисментов. Проект очень популярный и дает возможности ученым практиковаться в этом плане, не снижая, опять же, научной составляющей этого доклада. Второй этап, на который мы перешли уже из конкурса Science Slam, это организация лекций на АТВ совместно с нашим республиканским каналом. Дана ссылка, посмотрите, мы отсняли уже более 20 лекций. Этот проект организован также Советом научной молодежи совместно с компанией АТВ «Байкал». Здесь выступают как молодые ученые, так уже и состоявшиеся исследователи. Проект очень интересен, направлен на популяризацию научных знаний. И третий этап, над которым мы сейчас уже работаем, это выезды в районы. Потому что у нас очень много талантливой молодежи из районов не имеет представления о том, как развивается наука в республике, в городе Улан-Удэ. Поэтому с научными конференциями, скорее всего, в следующем году мы уже будем выезжать. Новой формой содействия молодых ученых в реализации молодежной политики стало участие в подготовке и проведении парламентских слушаний в Республике Бурятия на тему «Молодежный ресурс в экономике Республики Бурятия». Значит, в ходе подготовки к парламентским слушаниям вы выявили такую задачу, что необходимо соответствовать федеральным и зарубежным стандартам. Конечно, у нас на сегодняшний день осуществляется поддержка молодых ученых, но изучив региональный и зарубежный опыт, мы увидели, к чему можно еще стремиться. Так, например, в отдельных у нас субъектах сформированы гранты для молодых ученых, молодых исследователей и школьников. Посмотрите размеры этих грантов. И, конечно, здесь наука, в этих регионах наука будет развиваться очень стабильно и поступательно. Поэтому среди предложений, которые мы сформулировали на парламентских слушаниях, было и увеличение затрат на научно-исследовательские разработки, и также формирование гранта главы Республики Бурятия. 9 сентября состоялась встреча Вячеслава Владимировича Наговицына с молодыми профессионалами, где мы смогли более доступно изложить идею гранта, которую мы предлагаем. Так,
Средства грантового фонда планируется выделять на конкурсной основе для реализации проектов молодых ученых, направленных на решение актуальных задач инновационного, научно-технического и культурного развития Республики Бурятия, сформированных правительством Республики Бурятия и региональным экспертным сообществом. То есть деньги выделяются не на какие-то проекты молодых ученых, а деньги выделяются на решение конкретных задач. И таких задач на самом деле у нас много. Чтобы не быть голословным, приведу некоторые примеры. Так у нас есть разработки Геологического института, которые направлены на поиск и выявление термальных источников, расположенных в рифтовой зоне Байкала в районе 80 километров. То есть это уже экологически чистый энергетический источник, возобновляемый. С другой стороны, в технологическом университете у нас разработана плазменная установка для переработки бытовых и медицинских отходов. Если вы часто бываете на Байкале, вы видите, что ситуация на побережье она усложняется. И вот эта разработка, она дешевле и эффективнее аналогов. Так, например, для внедрения такой разработки в Уфе требуется 5 миллионов рублей. Наши ученые просят 3 миллиона рублей. Но зато это уже будет региональный продукт, региональный бренд. В настоящее время Министерством спорта и молодежной политики разрабатывается программа «Молодые ученые», подпрограмма «Молодые ученые». Среди основных направлений значится популяризация научных знаний, формирование кадрового потенциала науки в регионе. Достижение данных приоритетов будет способствовать укреплению бренда Республики Бурятия как значимого интеллектуального центра, усилению научного потенциала и инвестиционной привлекательности региона, также росту интереса к профессии ученого со стороны школьников. А следовательно, и ваши старания по развитию учебной исследовательской деятельности будут обеспечены новыми возможностями. Большое спасибо за внимание. Да, вопросы есть? Вот как раз те направления, о которых говорил Евгений, Евгений Владимирович, нет, правильно? Да. Правильно, Евгений Владимирович, это те направления для, вот мы всегда, когда составляем работы для, думаем, о чем бы написать исследовательскую работу со школьниками, у нас очень мал выбор. Вот как раз вот то, что говорит Евгений Владимирович, он как раз можно использовать и в подготовке своих исследовательских работ. А вот для тех, кто получает диплом, имейте в виду, что у вас теперь перед вами раскрыты все дороги, аспирантура, кандидатская степень и вовлечение в это молодое научное сообщество, которое занимается тоже очень интересной жизнью. Спасибо. Так, я сейчас думаю, что у нас есть видео из Москвы. Вы все, кто участвует в нашей конференции 7 раз, прекрасно понимают, что происходит под эгидой Всероссийского общественного движения творческих педагогов и исследователей. Когда его создали в конце прошлого века, задача Александра Владимировича Леонтовича, он является председателем этого движения, заключалась в том, чтобы единому госэкзамену был какой-то противовес. Потому что единый госэкзамен, когда вот начинал внедряться, уже тоже очень много пугал наших школьников. И для противовеса было предложена идея исследовательских проектов, которые будут засчитываться как в выпускных классах. И вот самое интересное, время идет, уже прошло почти более 15 лет, и к этому мы все-таки потихоньку приходим. Посмотрите, что происходит в ВУЗах, сейчас исследовательские проекты там занимают основное важное значение. И в принципе сейчас уже олимпиадное движение и исследовательское движение может стать и одним из возможностей ученика проявить себя в выпускном классе. Все-таки появление портфолио абитуриента, вы помните, да, вот кого есть выпускники, уже второй год работает портфолио, что это такое? То есть там дают, например, там сдал что-то не хватает ему баллов, какие-то баллы добавляются за исследовательскую работу, за волонтерство и так далее, и так далее. И при прочих равных он все-таки может претендовать на бюджетное место. Поэтому вот это все-таки движение двигается и развивается. И вот поэтому я хочу предоставить слово, это сложно сказать, вывести на экран Леонтовича Александра Владимировича, кандидата психологических наук, ведущего научного сотрудника Института детства Российской академии образования, председателя Всероссийского движения исследователей, члена Общественной палаты, члена Общественного совета Министерства образования и науки Российской Федерации Леонтович Александр Владимирович, исследовательской проектной деятельности. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Очень рад встрече с вами, хотя, к сожалению, виртуальной. Поздравляем вас с вашей уже традиционной конференцией по исследовательской деятельности, которая уже по традиции вносит существенный вклад в мотивацию
квалификацию вашу, желание заниматься таким важным направлением, как исследовательская и проектная деятельность. Тема нашей сегодняшней беседы – это исследовательская и проектная деятельность, ее нормативная база в современном нашем образовании, социальный и государственный заказ, педагогический смысл. Вот я думаю, что вот эти три направления действительно определяют все поле проблематики развития исследовательской и проектной деятельности. Ну, по поводу нормативной базы уже достаточно много сказано. Это и федеральный государственный образовательный стандарт, в котором предусмотрено развитие исследовательской и проектной деятельности. Стандарт у нас выстроен на концепции развивающего обучения Эльконина-Давыдова, и стандарт предусматривает формирование культуры исследовательской и проектной деятельности на всех ступенях образования, а на старшей ступени выполнения индивидуального проекта. В стандарте определены 7 видов проектов: исследовательский, инженерный и так далее. Второй нормативный главный документ – это концепция развития дополнительного образования, в которой обозначено, что программы дополнительного образовательного направления должны обеспечивать овладение детьми современными технологиями, обеспечивать их личностное самоопределение, включение в приоритетные направления, такие как исследовательская, проектная, конструкторская, творческая деятельность, предусматривать развитие образовательных программ на основе межведомственного взаимодействия. Ну, это очень важные и интересные лозунги, которые требуют достаточно тщательной проработки на уровне образовательных учреждений, на уровне внутренней нормативной базы учреждений, на уровне партнерских связей, потому что напрямую они, к сожалению, действуют далеко не всегда. И в этом, собственно, задача и настоящей конференции, и нашей работы по внедрению исследовательской и проектной деятельности, выявлению механизмов, путей, как же сделать так, чтобы действительно это направление обрело в образовательных программах, особенно в системах оплаты труда, свой законный статус. Немножко отвлекаясь от наших таких повседневных рутинных дел, немножко поговорим о том, что же такое исследовательская, что же такое учебная деятельность в понимании Эльконина-Давыдова и как исследовательская и проектная деятельность способствует ее реализации. В соответствии с нашими классиками, учебная деятельность, понимаемая не в традиционном смысле, а в смысле развивающем, имеет 5 главных модулей. Это мотивация к решению учебной задачи, постановка учебной задачи, решение учебной задачи с помощью тех самых универсальных учебных действий, которые прописаны у нас в стандарте, контроль выполнения учебной задачи и оценка результативности. Но все 5 блоков понимаются не в традиционном смысле, а в смысле того, что на каждом этапе педагог, учитель, руководитель работы способствует тому, чтобы ученик самостоятельно стал выполнять это действие, чтобы он действительно захотел сам, стал мотивирован к учебной деятельности, чтобы учебная задача для него была не внешне целеположенной, а чтобы он сам искал объекты для своей учебы, сам присваивал способы этого действия, чтобы он осваивал универсальные учебные действия, чтобы контроль был не внешний со стороны педагога, а ученик сам учился контролировать то, что он делает, сопоставлять с задуманным, оценивать результаты. И, наконец, оценка тоже должна быть, прежде всего, внутренняя. И вот, собственно, исследовательская и проектная деятельность направлена на то, чтобы цикл этой деятельности уложить в сформулированный нашими классиками
сформулированную структуру учебной деятельности и выработать универсальные учебные действия. Универсальных учебных действий у нас 4 типа. Это личностные, то есть способность соотносить ход и результаты своей деятельности с таким внутренним стержнем, ценностно-смысловым основанием личности. Это регулятивная способность планировать деятельность от постановки цели, подбора ресурсов, методов до получения собственных результатов и их представления. Это когнитивное, то есть познавательные умения собирать, анализировать, отбирать нужное, преобразовывать информацию. И коммуникативное, то есть способность работать в коллективе, решать совместные задачи. Какие здесь проблемы? Ну, проблемы, наверное, всем хорошо достаточно знакомы и известны. Это отсутствие общепринятых измерителей универсальных учебных действий. Если при решении задачки мы знаем правильный ответ и можем оценить, очень просто оценить, получил ученик этот ответ или нет, и иногда еще оценить тот ход размышлений, ход учебной деятельности, с помощью которого он получал правильный ответ. Это отсутствие инструментов учета личностных и метапредметных результатов и качество работы отдельных образовательных учреждений. У нас, к сожалению, традиционно учитываются в основном предметные результаты. Это ЕГЭ, это различные контрольные. А личностные и метапредметные результаты у нас, к сожалению, до сих пор нету общепризнанного инструментария. Это отсутствие самостоятельно разработанных образовательными учреждениями программ развития универсальных действий. К сожалению, до сих пор эта часть основной образовательной программы остается наиболее непроработанной в большинстве школ, а нам как раз надо, чтобы эта программа отражала реальную специфику школы и решала ее проблемы здесь и сейчас. И, конечно, не сформированность внутренней нормативной базы в образовательных учреждениях, потому что сейчас внутренняя нормативная база является основой для работы образовательных учреждений. У нас рамочные нормы задают федеральное законодательство, санитарно-эпидемиологические требования, а вот то, что дальше, все формируется в учреждении, нам нужно приобретать квалификацию юридическую для того, чтобы эти проблемы успешно решать. Так вот, исследовательская и проектная деятельность как раз напрямую способствует, напрямую укладывается в структуру учебной деятельности и позволяет на этапе изучения теоретического материала, выделения проблемы, формулировки гипотезы, ставить учебные задачи и мотивировать учащихся на их выполнение. На этапе освоения методики и сбора собственного материала применять и развивать универсальные учебные действия, на основе обобщения анализов и выводов контролировать ход этой деятельности, ну и на этапе представления оценивать. Именно поэтому мы говорим, что на основе исследовательской проектной деятельности можно очень эффективно строить программы развития универсальных учебных действий учреждений и, соответственно, строить методы и диагностики, и представления эффективности, модель эффективности работы школ. Какие здесь проблемы? Здесь тоже есть проблемы, потому что далеко не все учителя понимают структуру проектно-исследовательской деятельности, отличие исследований и проектов, неумение или нежелание руководить такими работами, потому что сейчас, во время, когда исследовательская проектная деятельность становится обязательной, практически все учителя вынуждены в той или иной мере руководить этими работами. Но вот я говорю, что отдельная проблема – это мотивация и обучение учителей. И трудности при включении разных форм исследовательской деятельности в программу образовательных учреждений, потому что, вообще говоря, кроме индивидуального проекта, стандарт нам почти не указывает, а какие формы обязательно должны входить в план работы учреждения. Еще раз скажу про образовательный результат, потому что в случае исследовательской проектной деятельности
единых методик оценки такого результата нету, и здесь через полосица мнений. Именно поэтому мы сейчас не можем выйти на единую сопоставимую систему диагностики в стране. Одно из направлений – это качество портфолио исследовательской проектной деятельности, которое может быть оценено на основе рейтинга конференций, и рейтинг образовательных учреждений, который может быть составлен на основе суммы достижений портфолио учащихся. Я во многих регионах предлагаю такую систему, этим можно заняться на региональном уровне, действительно, рейтингование конференций, как региональных, так и внешних, по специально разработанной для региона сетке, системе критериев и определение, насколько разные дети, насколько разные учреждения качественно выполняют эту работу. Поэтому на уровне региона, на уровне Республики Бурятия, я бы сказал, что важными направлениями, с моей точки зрения, работы, министерству, конечно, решать, но с моей точки зрения, это фиксация в программе развития образования региона в качестве целевых установок и индикаторов параметров развития исследовательской проектной деятельности. Это создание мотивационных установок для руководителей, чтобы они развивали, для директоров. Да, потому что если результаты этой деятельности не входят в показатели эффективности работы учреждения, соответственно, директор и не мотивирован на то, чтобы это направление развивать. Это становление единой региональной системы конкурсов и конференций, потому что сейчас, к сожалению, вот разные вертикали конференции, это чтение Вернадского, шаг в будущее, юность, наука, культура и многие другие существуют параллельно. Они никак не связаны, и результаты участия ребят в этих конференциях очень трудно сопоставлять друг с другом. Это, конечно, дополнительные баллы для лучших ребят, показавших лучшие результаты в региональные вузы, и гранты получателям, и гранты лучшим учреждениям, которые показывают высокие результаты для того, чтобы они могли реализовывать и совершенствовать программы развития этого направления. Ну вот мы предлагаем, и вот мы в частности с Новым Уренгоем сейчас реализуем такую программу, региональная программа для школ по созданию, разработке программ развития универсальных учебных действий для школ. Каждая программа в соответствии со спецификой своей школы, и запуск методических межпредметных методических объединений на уровне школ для того, чтобы учителя и педагоги разных предметов могли синхронизовать во времени организацию исследовательской проектной работы с детьми и обсуждать методологические проблемы именно не предметных методик преподавания, а технологии организации исследовательской и проектной деятельности. Здесь, конечно, все должно выстраиваться в центральном аспекте на основе программ дополнительного образования, потому что развитая системная исследовательская и проектная деятельность, она реально существует именно в дополнительном образовании. Значит, и разработка специальных таких программ, которые предполагают проблемную подачу педагогам материала, обучение детей методики получения самостоятельного получения собственных данных и выполнение каждым учащимся, соответственно, индивидуальной работы. Это возможно, естественно, при обучении педагогов основам руководства исследовательской проектной деятельности. Это заложено в профессиональном стандарте педагога дополнительного образования, который предполагает освоение педагогами, учителями соответствующих трудовых функций. И вот на выработку, на становление этих функций направлена наша программа, дистанционная программа дополнительного профессионального образования, которую мы реализуем уже во многих регионах. Это не надо никуда ездить, все через интернет, и видеолекции, тексты, и
тестовые задания, которые вот реально по нашей практике способствуют повышению качества руководства исследовательскими и проектными работами. И теперь я хочу несколько слов рассказать о тех проектах, которые реализуются нашим движением, которое вот имеет отделение в 60 регионах Российской Федерации. Ну, традиционно Бурятия является одним из лидеров в участии в чтениях имени Вернадского. Проходит прекрасный бурятский республиканский тур чтений. Ну и никто не отменял подачу работ напрямую, то есть через сайт чтений до 15 января ежегодно. И мы в этом году ждем опять прекрасных работ бурятских ребят на наших чтениях. Сайт Вернадский.инфо. С прошлого года у нас возрожден конкурс исследовательских и проектных работ для дошкольников и младших школьников. Я исследователь, научным руководителем которого является Александр Ильич Сальников. Мы договорились, что ежегодно финал проходит в Сочи в конце мая. Там удивительные условия. Сочинские наши коллеги очень четко в организационном плане проводят конкурс. В финале участвуют команды из регионов, прошедшие отбор на региональных этапах конкурса «Я исследователь» по 4 номинациям, в 4 возрастных группах, поэтому для участия в финале необходимо качественно провести региональный этап. Совсем скоро, уже через 2 недели, у нас пройдет 8-я международная научно-практическая конференция по исследовательской деятельности, теперь уже в Москве, на которой, но еще не поздно, я вас всех приглашаю, у кого будет возможность, для обсуждения актуальных проблем развития исследовательской и проектной деятельности. И в частности, мы будем обсуждать международный опыт, потому что в разных странах, собственно, позиции по поводу внедрения продуктивных методов обучения достаточно близки. Это требование времени, требование нашей глобальной цивилизации, поэтому очень интересно посмотреть, как же коллеги из других стран решают эти вопросы. Пройдет также с 15 по 19 выставка научно-технического творчества детей и молодежи. Это выставка проектов, на которой тоже будут много и иностранных участников, и российских. Вот коллеги из Якутии у нас представляют несколько очень интересных проектов, ваши соседи. Вот. И еще не поздно также заявиться на этот конкурс. Международная исследовательская школа и международные выставки также у нас планируется, участие в выставках в самых разных странах мира. В августе пройдет всемирная выставка в Бразилии, очень интересная. Ну и в июне-июле состоится традиционная международная исследовательская школа в Москве, на которой у нас тоже присутствует очень много коллег. В этом году запускается всероссийский конкурс исследовательских и проектных работ, инициированный образовательным центром «Сириус» в Сочи, который создал наш президент Владимир Владимирович Путин. И в этом году он будет в пилотном режиме. Основное требование, чтобы в регионах, которые пожелают присоединиться к этой программе, был проведен 3-этапный региональный конкурс исследовательских и проектных работ, в результате которого были бы сформированы детско-взрослые региональные команды, там из 5-6 человек, ориентированные на актуальные проблемы развития региона. Основной смысл, чтобы на базе этого конкурса организовать взаимодействие школ, вузов и тех предприятий и исследовательских центров, которые существуют на территории республики. Ну а для Бурятии визитной карточкой, конечно, является Байкал и вся проблематика, связанная с его охраной, рациональным использованием, развитием туризма экологического. И здесь я думаю, что команда Бурятии должна быть вполне конкурентоспособна, и призываю, да, значит, провести этот
конкурс на должном уровне. Марина Геннадьевна Цыринова была на установочном семинаре в Сочи, и мы там обсудили возможные перспективы участия. Сириус — это история для самых-самых талантливых ребят, буквально для единиц, а более массовая история — это те проектные исследовательские смены, которые мы организуем на базе вот с этого года, на базе всероссийских детских центров. Сейчас уже большая команда из Бурятии работает во Владивостоке, в центре «Океан». Скоро выезжает другая команда в Артек. И здесь мы организуем тоже новую такую методику, технологию. Это технология формирования тоже региональных команд, которые выполняют на территории лагеря проект групповой, связанный с региональной тоже спецификой, и потом защищают его для всего лагеря на итоговой конференции. Эта программа продолжится, поэтому я призываю тоже в ней принять участие. Большое спасибо за внимание, желаю успеха в работе вашей конференции. До новых встреч! Видите, как вперед продвинулись технологии? Здравствуйте, уважаемые коллеги! Как вперед продвинулись технологии. Дело в том, что в этом году нам практически не выделили ресурс на проведение конференции, поэтому вот приходится работать в таком режиме. Но я думаю, что в условиях, которые сегодня происходят, это было, наоборот, достаточно даже разумно, потому что сейчас вы можете, раз оно на YouTube расположено, несколько раз прослушать и даже это видео предъявить в своих образовательных организациях для семинара, для педсовета, чтобы было понятно, что вот это исследовательское деятельность, исследовательское движение, оно очень важно именно в том отношении, что это касается каждого ребенка. А что говорили про Сириус, про Артек, про Океан, на самом деле 42 ребенка, да, Дарья Зеленова? 42 ребенка, 120 человек смена в Океане по исследовательской деятельности, смена посвящена именно исследовательскому движению, они защищают там свои проекты. Из 120-42 это наши представители Республики Бурятия. Вот буквально в середине ноября 12 человек поедут в Артек. Это победители чтения Вернадского, Национальной сцене России, которые тоже с своими исследовательскими проектами поедут и будут там защищать и опять продвигаться в системе своего исследования. Но что касается среднего, вот мы как раз говорим о федеральном государственном образовательном стандарте, там все время везде упоминается такое понятие компетенции. Мы все понимаем ее по-разному, но дело в том, что компетенцию четко и ярко проверить можно только в системе профессионального образования, то есть насколько владеет человек той или иной компетенцией. Поэтому вот мы пригласили специально представителя среднего профессионального образования, директора, заведующего кафедрой предпринимательства Государственного автономного профессионального образовательного учреждения, колледж предпринимательства номер 1 город Москва, кандидата педагогических наук, национального эксперта WorldSkills в России Леонова Анатолия Мартемьяновича. Но кроме всего прочего, он тоже имеет отношение к нашей республике Бурятии. Он родился и вырос в Мухачевском районе, закончил Бурятский государственный педагогический институт, но вот сейчас он работает в городе Москва, поэтому он представляет сегодня город Москву. Поэтому, пожалуйста, Анатолий Мартемьянович, вам слово. Уважаемые коллеги, земляки, здравствуйте. Мне, конечно, очень было важно побывать сегодня на конференции, не только потому, что я в это время нахожусь вообще-то в отпуске и приехал проведывать своих родных и близких, но и потому, что я не мог обойти вниманием то движение, в котором я уже участвую достаточно давно, и в том числе разрабатывая, о чем сейчас Роман Ильич говорил, разрабатывая эти проекты, которые у нас в области исследовательской проектной деятельности реализуются в колледже. Но это с одной стороны. С другой стороны, мне было чрезвычайно интересно побывать здесь и как национальному эксперту компетенции туризма движения WorldSkills, движение новое, и рассказать хотя бы частично о нем в рамках того времени, которое у нас есть, начать рассказывать, потому что следующая у нас сегодня по программе встреча в Байкальском колледже исследователей туризма.
что, собственно, тоже для меня очень важная такая вот составляющая моего пребывания, недолгого пребывания в Бурятии. Поэтому большое вам спасибо, Мария Геннадьевна, потому что мы со студенческих лет знакомы. Всем коллегам, которые, ну, так скажем, представили эту информацию, о которой я сейчас буду рассказывать, потому что это очень важно для меня с точки зрения как бы обмена опытом. Но, наверное, вот, хотел бы я все-таки не сколько говорить об обмене опытом, хотя вот то учебное заведение, в котором я работаю уже не первый год, уже почти 8 лет, оно вообще, конечно, родилось вот из той методологической школы проектно-исследовательской деятельности, которая, ну, еще была, вот в этом году мы 20 лет праздновали в своем учебном заведении, у нас 2500 студентов, у нас есть своя школа, 6 площадок, огромное количество направлений подготовки. Но, еще раз повторюсь, не это, наверное, важно. Важно, что с момента объединения 2005 года колледж реализует программу по исследовательской проектной деятельности. Ну, скажу так, вот на всех специальностях подготовки, допустим, сквозной курс, который читается с 1 по 4 курс, который называется «Основы исследовательской проектной деятельности». В частности, я, допустим, уже 6-й год читаю такой курс основы исследовательской проектной деятельности в банковской сфере, в сфере туризма. Мы вот с этого года веду недавно проект в школе. То есть, как бы, эта тема для меня очень важна, интересна и значима, потому что мы, когда вот сегодня слушали уважаемого доктора наук Владимира Царежаповича, который говорил о том, что сегодня ведь действительно школа, да и вообще образование находится в достаточно непростом состоянии. То есть, с одной стороны, мы понимаем, что есть некое требование, да, и диктат, ну, в хорошем смысле диктат федерального государственного образовательного стандарта. С другой стороны, есть тот опыт, который мы реализовывали на протяжении многих лет, и как бы имеем этот опыт классической такой советской школы. В-третьих, конечно, те изменения, которые происходили последние 20 лет, они тоже не могли, значит, не отразиться на системе образования и на деятельности учителя и педагога. Ну и вообще изменения, как бы общая структура, конечно, нужны какие-то новые вливания, какие-то новые технологии. И вот этот поиск этой новой технологии, он, к сожалению, иногда бывает тупиковым. Потому что мы, с одной стороны, понимаем, да, что, конечно, исследовательская проектная деятельность это то, что дает возможность ребятам самореализоваться в своих каких-то интересах, в своих предпочтениях и так далее. С другой стороны, опять же, отсутствие какой-то подготовки, качественной подготовки к ведению исследовательской проектной деятельности, отсутствие культуры исследовательской проектной деятельности, в том числе у самих педагогов, ведет к тому, что, ну, хорошее дело мы превращаем в некое такое, вот, знаете, некое, опять же, формальное движение. Однако, как бы жизнь-то подсказывает, что нельзя останавливаться нельзя стоять на одном месте. И вот то, что происходит в последнее время, в том числе в том учебном заведении, в котором я работаю, в Москве, в целом в регионах российских, а именно активное включение среднего профессионального образования, прежде всего учащихся среднего профессионального образования в движении WorldSkills, о котором я немножко вот сегодня коснусь, да, это, конечно, ну, для меня это некая как бы поиск новой образовательной технологии. То есть я считаю, что WorldSkills в принципе вполне может быть той образовательной технологией, на которой, в общем-то, можно и исследовательскую, и проектные, и другие виды деятельности формировать и, так скажем, развивать и оттачивать. Потому что мы, к сожалению, потеряли связь с практикой, особенно в нашей системе, да, в системе профобразования, это очень важно. Потому что связь с практикой это первейшая как бы особенность специалиста. То есть мы понимаем с вами, да, что у нас много инженеров, да, но, допустим, некому отсутствуют технологии, которые могут этому инженеру создать условия для работы. Вот сегодня коллега говорил о научном потенциале молодых ученых Республики Бурятия. Я помню, я сам был молодым ученым Республики Бурятия и заканчивал аспирантуру и возглавлял Ассоциацию молодых ученых Российской академии образования, Института развития личности.
И я понимаю, насколько нам было интересно в своем содружестве, да, и насколько нам было интересно дальше развиваться и совершенствоваться. Но, с другой стороны, те интересные находки молодых ученых, они ведь нуждаются еще и в практической реализации. То есть, чтобы мало идеи, мало какой-то концепции, нужна технология, которая позволит эту концепцию довести до практики. А здесь как раз, конечно, вот то звено, которое, к сожалению, очень часто отсутствует в нашей подготовке, это звено среднего профессионального образования. Надо уже признать, что среднее профессиональное образование сегодня это не то БТУ в классическом понимании, которое мы когда-то видели. Это достаточно высокий статус образовательный, интеллектуальный, исследовательский, проектный статус учебных заведений. И вот сделать его таковым, еще более весомым, я думаю, позволит движение, о котором я хотел бы сказать. Итак, когда мы говорим о движении WorldSkills, мы понимаем, что это часть движения, которое создалось достаточно уже давно, то есть впервые в 1946 году в Испании появилось это направление. Ну и какие же ставили цели основатели этого движения? Мотивировать молодых людей, конкурировать между собой и развиваться в профессиональном плане. Создать уникальные средства обмена и сравнения мирового опыта в промышленных отраслях и сферах услуг. Посредством организации конкурса профессионального мастерства и прочих мероприятий достигать не только личной самореализации участников, но и решать задачи, стоящие перед экономикой своей страны. Вот это действительно амбициозные задачи. Вот, мое знакомство, скажем, с WorldSkills, оно по-разному происходило. Я помню, как только начиналось несколько лет назад, там 3-4 года назад, у меня был некий такой скепсис по отношению к тому, кто занимался этим движением. Мне казалось, что это опять какое-то новое западное веяние, которое приходит к нам и которое, в общем-то, далеко, в общем-то, от реальной жизни. Но вот прошло немного времени, а в России вступила в это движение с 2012 года. Кстати, очень интересный факт, как она туда вступила. Потому что наша команда российская участвовала в одном из последних, в одном из чемпионатов мира, который проходил, сейчас уже не помню даже где, по-моему, где-то в Европе. И приехала оттуда с чемпионата мира, не получив ни одной медали. Не только ни одной медали, но в других компетенциях, ну, например, в промышленной, строительной и так далее, находясь на каких-то последних местах. Команда была небольшая, но даже те, кого лучших мы туда везли, оказались с точки зрения компетенции, овладения этими компетенциями, оказались в самом внизу списка участников. И поэтому, когда доложили нашему Владимиру Владимировичу Путину об этой ситуации, тут подключилось агентство стратегических инициатив, которое взяла под контроль эту задачу. И, в общем-то, конечно, кардинально эти вещи стали меняться. И поддержка, скажем, власть имущих, да, поддержка администрации, рейтинговая, вот о чем Александр Владимирович Леонидович говорил, что надо, конечно, включать в рейтинговые какие-то баллы, потому что учебные заведения сейчас во многом зависит от того, как участвуют, в каком роде или как, с какими результатами участвуют в этом движении студенты и эксперты учебных заведений. Так вот, это все произошло, и за это время, с 2012 года, уже прошло несколько национальных чемпионатов, в частности, вот последний национальный чемпионат состоялся в этом году в Московской области, в городе Красногорске. Но вообще российская, так скажем, линия WorldSkills, она очень сильно меняется. В частности, появилось такое движение, которое мы говорим, которое только имеет российскую специфику. Вот сейчас явил в Екатеринбурге чемпионат, который называется High-Tech. Да? High-Tech огромнейшие залы, лучшие площадки отведены под данную компетенцию. Там на уровне высших лиц республики принимают в этом участие. Да? И я, не республики, края, да, области, я понимаю, что вот это нововведение российское. Точно такое же нововведение российское, которое, я думаю, вам, как педагогам, будет интересно, это включение в движение детей. Надо сказать, что движение WorldSkills, оно ограничено возрастом до 22 лет, до 23 лет, с 16 до 23. Однако целое направление, которое сейчас появляется в российской специфике, это Junior Skills.
Junior Skills, который включает как раз детей и школьников в это движение. Да, там компетенций не так много, как, например, во взрослой, скажем так, во взрослой специфике, но они тоже очень интересны и очень, так скажем, с точки зрения развития, особенно технического, да, информационных каких-то технологий, технических, инженерных направлений, технологических, компьютерных, там очень интересная есть компетенция, поэтому я прошу вас ознакомиться. Я, к сожалению, у меня просто времени нет сегодня на этом дополнительно останавливаться. Очень важное событие, которое состоялось в 2015 году, после которого, в общем-то, очень много что изменилось в России. В 2015 году принято было решение, мы выиграли, так скажем, а там были представители многих стран, там Франция, насколько я помню, Дания и так далее, мы выиграли право проведения национального мирового чемпионата у себя в Казани, в Татарстане. И этот чемпионат будет состоится в 2019 году, и уже образован оргкомитет, и все сейчас делается, вот поверьте мне, я слишком близко нахожусь, так скажем, к Союзу WorldSkills, и сейчас все делается для того, чтобы это мероприятие прошло так, как нужно. Да? Ну, мы, в принципе, умеем проводить большие мероприятия, но нам бы не хотелось, чтобы это было просто чемпионат ради чемпионата. Но стоят глобальные какие-то задачи, например, охват участниками и экспертами до 1 миллиона человек. Это достаточно высокий уровень работы по разным направлениям. Кстати, WorldSkills, чтобы было понятно, в каких направлениях развивается. Развивается всего в нескольких, так скажем, категориях. Первая категория — это производство и инженерные технологии, вторая категория — строительство, третья категория — социальные и персональные услуги, творчество и мода, транспорт и логистика, информационные и коммуникационные технологии. Как видите, с точки зрения проектной логики, о которой говорили, исследовательской проектной логики, да, это, в общем-то, повторяет тематику тех же исследовательских проектных работ, которыми мы занимаемся в рамках школьной своей программы школьной практики. Так сложилось, что вообще логика, да, вот движения, она предполагает, допустим, чемпионатную логику, да, и почему был скепсис, как я говорил, у меня, потому что мне казалось, что, это как в спорте, да, существует так спорт высоких достижений. Вот есть физкультура массовая, да, и есть спорт высоких достижений. И вот мне казалось, что WorldSkills это что-то похожее на спорт высоких достижений, где, в общем-то, вот такой повседневной практики мало. Мы отбираем лучших ребят, тренируем их, отрабатываем какие-то навыки, они выходят на чемпионаты, там региональные, европейские, мировые, и, собственно, показывают результаты, и с ними мы работаем, а потом, как иконы, их носим и показываем, какие мы хорошие. Ситуация немножечко другая, как вот кажется на первый. Да, такие чемпионаты существуют. Да, я вот сейчас сюда приехал не просто так, я хочу, чтобы все-таки в Бурятии развивалась та компетенция национальным экспертом, которой я являюсь, и хочу, чтобы на региональном уровне этот чемпионат по моей компетенции, а именно по компетенции туризма, состоялся. Да, я понимаю, что чемпионаты не служат таким, ради чего мы в принципе занимаемся этим движением. Но мы понимаем, что чемпионаты показывают тот самый уровень компетенции, высший уровень компетенции, к которому необходимо стремиться. Вот этот стандарт качества, да, о котором мы часто говорим, а чему мы учим, где этот стандарт качества? Как научить сварщика быть сварщиком, профессионалом? Как научить токарем профессионалом? Как научить специалиста в области туриста быть специалистом в области туриста с точки зрения мировых компетенций? А WorldSkills — это мировые компетенции. Как мы можем конкурировать, если мы не знаем эти стандарты качества? Вот как раз движение WorldSkills — это движение в сторону стандартов качества, подготовки специалистов к этому стандарту качества. Почему я говорил, что чемпионатный уровень — это хорошо, это замечательно, однако мы должны понимать, что за чемпионатным уровнем стоит и уровень. Вот, кстати, один из студентов нашего колледжа, который на последнем чемпионате мира в Сан-Паулу не занял первого места, но он вошел в десятку лучших по сетевому администрированию. Это тоже наш студент, мой студент, скажем так, я не прошел через основу исследовательской проектной деятельности, чтобы добиться этого результата. Так вот, когда мы говорим о массовых каких-то вещах, мы должны понимать, что, например, сейчас глобально пересматривается система государственной итоговой аттестации. Уже вводится демонстрационный экзамен в формате WorldSkills. То есть вот мы на сегодняшний день, мы не только выпускаем специалистов и завершаем его подготовку выпускной квалификационной работы,
Мы сейчас, это директивно уже Департамент образования города Москвы выпущен такой документ, директивно должны охватить не менее 50% выпускников стандартами WorldSkills. То есть не менее 50% выпускников должны пройти через, по-старому можно назвать как госэкзамен, да, госэкзамен по стандартам WorldSkills. То есть помимо выпускной квалификационной работы, помимо своего диплома, он еще и должен пройти этот экзамен по стандартам WorldSkills. Задача непростая, очень тяжелая с точки зрения как бы и организации, и проведения, но и с точки зрения, естественно, с точки зрения подготовки, качественной подготовки наших выпускников. Потому что мы-то понимаем, кстати, в департаментском документе написано, чтобы они еще не только прошли 50%, но и прошли с положительным результатом. Но теперь должны понимать, а что же такое считать положительным результатом. И, конечно, это дойдет до Бурятии, дойдет гораздо быстрее, чем мы об этом даже думаем. И дойдет не только до средних профессиональных образований. Возраст позволяет, допустим, работать и бакалаврам с этой подготовкой. Единственное, что, конечно, там не все компетенции могут попасть под это. Когда мы говорим о туризме, вот тут можно, в принципе, можно поставить, она пускай идет, или буду я немножко тогда щелкать, просто, может быть, будете обращать внимание там, под какие-то записи. Что касается той деятельности, которой я сейчас непосредственно занимаюсь, это компетенция туризма. В прошлом году впервые мы данную компетенцию, ее нет, система такая в WorldSkills, что есть европейские, мировые компетенции, есть компетенции, которые находятся в зоне РУ или российской зоне, то есть их нет на других регионах. Мы такую компетенцию, впервые я с ней столкнулся на национальном чемпионате в Казани. Правда, это была не совсем компетенция туризм, это была компетенция скорее больше к спасательным работам, горному туризму, к альпинизму и так далее. И такая была презентация этой компетенции. К сожалению, к моему большому сожалению, эта компетенция дальше не пошла. То есть регионы ее не подхватили. И может быть потому, что мы очень активно стали в этом смысле развиваться, и с прошлого года мы впервые провели чемпионат в Москве, по компетенции туризма. Называется специализация «Специалист в области туризма». Это разработчик турпродукта, это разработчик тех продуктов, которые, в общем-то, которым сейчас нуждается наша область. В чем специфика проведения такого рода компетенций, что ли, чемпионатов по данным компетенциям? Представьте себе, что вы как участники, кстати, что хорошо, мы сейчас с коллегой говорили, что хорошо, в WorldSkills на каждого участника должен быть свой эксперт. И поэтому это не дело одного участника, понимаете, это дело экспертного сообщества, потому что если это командная, а у нас командная компетенция, у нас 2 человека команда, то мы понимаем, что здесь без экспертного сообщества, без вас, коллеги, обойтись нельзя. Но при этом это не просто экспертного сообщества сопровождающих лиц. У нас есть иногда, эксперт это кто? Это сопровождающий. У нас эксперты это те, кто, собственно, оценивает работу участника именно в профессиональном залоге. На чем выстраиваются данные задания? Выстраиваются задания на 3 основных базовых требованиях. Первое – это требование профессионального стандарта по специальности. Второе – это требование федерального государственного образовательного стандарта. И требование – это требование WorldSkills или технического задания WorldSkills. На основе этих требований, собственно, рождается это взаимодействие эксперта и участника в компетенции, в частности, в той компетенции, про которую я говорю, компетенции туризма. И, конечно, сама по себе технология, которая проверяется в рамках этих соревнований, это что-то, это нужно действительно посмотреть. Я только что буквально неделю назад завершил чемпионат Москвы, будучи национальным экспертом. У нас участвовало 16 команд, 32 участника, 25 экспертов. Это, конечно, очень тяжелая непосредственная работа с 9 до 9. Когда ребята в течение 3 дней, проводятся соревнования в течение 3 дней, осваивают 4 модуля и создают 4 проекта, реальных проекта по заказу клиента. То есть появляется заказчик, который говорит, условно говоря, я хочу
вот сделать, вот поехать туда, или вот, допустим, отвести группу туда и так далее. И ему создается продукт, и этот продукт один на все команды проходит презентацию в течение, 4 продукта проходят презентацию в течение 3 дней. Вот представьте, ограниченное время, 2 часа, минимум ресурсов, только интернет. Максимальное количество 2 человека, да, вот все, больше никого нет. И вот за это время в условиях жесткого регламента, да, в условиях регламента, который позволяет сделать, нужно создать продукт. Конечно, это очень жесткая технологизация процесса. Не зная технологии, невозможно идти дальше. Поэтому, коллеги, я, во-первых, понимая ограниченность времени, переношу, кому это интересно, свое выступление вот в стены Байкальского колледжа сервиса и туризма. Я думаю, об этом будем много говорить сегодня в том числе. Во-вторых, я бы хотел вас поближе ознакомиться с этим движением через сайт WorldSkills, который существует, есть центральный, есть такой союзовский сайт. Попробовать все-таки подумать о своем месте вот в этом движении. Потому что, еще раз говорю, это уже не завтрашний день, это уже день сегодняшний. И школы так или иначе также, я уж не говорю про среднее профессиональное образование, про вузы, также будут в этом движении активно участвовать. В-третьих, я бы хотел предусмотреть сотрудничество, которое я могу оказать своим землякам, поддержать их в этом направлении, в том числе школьную общественность в плане развития туризма с точки зрения национального достояния нашего регионального национального достояния. Потому что туризм, мне кажется, это то, на чем Бурятия может и будет выигрывать. Нельзя, Александр Владимирович, об этом Леонтович говорит. Поэтому большое вам спасибо за внимание. Надеюсь, Марина Геннадьевна, что мы попробуем все-таки оформить это соответствующим образом. Мои, так скажем, немножечко сумбурные мысли, их много, поэтому они чуть сумбурные. И будем сотрудничать и дальше. Спасибо, коллеги. Спасибо. Дорогие друзья, вот видите, насколько меняется система ценностей, которая происходит. Среднее профессиональное движение двинулось вперед, они уже осваивают компетенции и ищут моменты, как их проверять. Это очень важно, потому что здесь критериальный уровень. Вот сегодня по итогам нашей конференции, по итогам пленарной сессии, вы можете сделать вывод о том, что для нашей республики очень важные исследовательские проблематики, связанные, во-первых, с Байкалом, как озеро с точки зрения экологии, биологии, географии, с точки зрения физики, потому что там же необходимо и заниматься очисткой, то есть все виды наук могут присутствовать при этом. С точки зрения туризма, потому что туризм это уже есть уровень компетенции, который проверяется, поэтому можно под это дело тоже подстроить с работы школьников, чтобы они тоже могли использоваться в реальном режиме, в реальном времени, которые могут принести реальную пользу. Я хочу заканчивать пленарную секцию небольшим сообщением. Пожалуйста, поставьте мою презентацию. Значит, по поводу педобразования. Я хочу сказать, что научно-исследовательская деятельность, она неэффективна, если учитель не умеет работать сам с научным исследованием. И поэтому в рамках профессиональной переподготовки мы тоже стараемся этим заниматься. В прошлом году Республика Бурятия, прекрасно осознавая, что у нас не хватает учителей, выделила нам Бурятский государственному университету, по мнению республики, мне кажется, это небольшая сумма. Но для нас, для республики, для вуза, это была достаточная сумма, 9,5 миллионов рублей на подготовку. На подготовку не может выделить республика, на переподготовку. Мы уже 161 человек выпустили в июне месяце. Это были представители, как происходила система, потому что для тех, кто потом в перспективе будет участвовать, сейчас в ноябре будет рассматриваться снова в Урале возможность, дадут ли нам снова деньги. Поэтому если деньги нам дадут, мы снова будем обучать по этой программе. Вот те районы, которые показали, сколько не хватает учителей по разным направлениям и специальностям. Вот им выделили. Схема была такая. Республика выдала 9,5 миллионов министерству. Министерство разослало по районам, каждому району по количеству заявок. Эти районы ушли в школы, эти деньги ушли в школу. И директор заключал договор с
с тем, кто будет обучаться. Вот здесь получилось очень предметы, которые... Самое максимальное количество заявок было по английскому языку. Но в связи с тем, что когда они сдали английский язык, половина ушло в историки. Потому что историков поначалу было только 8 человек. Это потом они увеличились в своем количестве, потому что английский язык за год выучить невозможно. Большая проблема была вот в начальных классах, видите, и математика. Вот это на сегодняшний день нехватка учителей начальной школы математики русского языка, конечно, явно виден. Но учитывая того, что английский язык, друзья мои, с 2017 года, вернее, с 2019 года будет обязательно сдача ЕГЭ, и с 2017 года вводится второй иностранный язык, во многих школах России китайский вводится, вот я думаю, что здесь еще проблемы у нас с вами большие ждут. Вот были такие образовательные модули, потому что очень многие учителя, которые пришли переучиваться, они воспользовались моментом, потому что особо отличительная часть этой программы заключается в том, что мы вообще обучаем в профессиональной переподготовке, мы обучаем 504 часа и получаем по направлению. Вот те, которые учились по целевой программе, они обучались 1008 часов. И у них получилось в дипломе, мы сейчас увидим, учитель истории и обществознания. То есть они получили квалификацию. Это тоже один из позитивных элементов. То есть очень многие учителя, воспользовались этим моментом, получили по два направления: русская литература, математика, информатика или физика, информатика. Очень многие получили учитель ОБЖ и физкультуры. Я думаю, что для малокомплектных школ это был достаточно очень эффективный способ получения педагогических кадров. В реализации программы участвовали почти все факультеты нашего университета. Педагогический институт, значит, исторический факультет, институт филологии массовых коммуникаций, институт математики и информатики, факультет биологии, географии, землепользования, физико-технический факультет, факультет физической культуры, спорта и туризма и химический факультет. То есть почти все факультеты участвовали в реализации. То есть у нас, мы не можем сказать, то есть порядка 100 преподавателей преподавало на этих курсах. Ну, учебный график у нас был, потому что отличие от тоже профпереподготовки заключается в том, что эти, кто учились по этой целевой программе, они проходили еще педагогическую практику, где выполняли свои исследовательские задания всевозможные, да? Но самая главная задача, это когда мы предлагали эту программу для правительства, мы предполагали, что это будут студенты, которых мы наберем, которых мы выучим и получим новых 250 специалистов. Но судя по тому, что у нас было представлено только, вот посмотрите, всего лишь 13 студентов, 2 представителя БКСХ, 3 спецколледжа и 2 из нашего БГУ, то, конечно, вот только получается 250 у нас получается только вот люди. Остальные переучились. Это все учителя, которые со стажем. Самое печальное у нас была на курсах вот этой профессиональной подготовки одна дама, которой 56 лет. Была дама, которая была завпроизводством. Она была, то есть там 2 продавца было, то есть переучивались из разных категорий. Эффект есть или нету, вот это как раз покажет последующее, потому что даже 3 года отработать в школе. Самое печальное, у нас есть сейчас судебный иск, потому что учительница, прошедшая профпереподготовку, ее уволили со школы, теперь требуют вернуть ей 38 тысяч. В чем вылез этот иск, пока непонятно. 4 товарища у нас не закончили, и, видимо, в этом году не получат диплом, потому что один уволился, 2 там. То есть придете в школу, скажите, что директора на перспективу все-таки задумались, деньги, что бесплатно, это тоже не есть факт, что это должно иметь место быть. Поэтому вот сейчас нужно проводить работу со студентами, чтобы они пошли и получили уже вот эти дипломы за бесплатно. Потому что я понимаю, что юного дарования было у нас там на курсах достаточно много, да? Но вот исходя из того, что есть ситуация, получить возможность расширения своего. Хотя, в принципе, буквально недавно мы услышали такую вещь, что студенты, получившие бакалаврское образование, если у них в дипломе есть педагогика, психология, методика преподавания, и есть 7 недель педагогической практики, если нет, не написано педагогообразование, он имеет право работать в школе. Но просто я посмотрела по всем учебных планах, у нас недели педпрактики всего лишь 5. Вот эти 2 недели уже все решают, надо идти учиться уже на перерыв, чтобы работать учителем в школе. Ну вот, как раз показатели проблемы первые были связаны с английским языком, потому что здесь все-таки английский надо что-то делать. Это единственный предмет, который... Ну вот математики тоже возмущались, но у математиков там, в принципе, были люди, которые имеют экономическое образование, физическое образование, то есть, в принципе, не такие далекие. Я понимаю, из историка математика там нереально выучить, да?
А вот из математики историка можно, вот как ни странно, да, поэтому вот здесь тоже есть ряд моментов. И самое главное, вот очень мало молодых педагогов, и школы как-то, ну это была очень достаточно быстрая программа, поэтому в этом заключаются сложности. Поэтому, дорогие мои коллеги, я еще раз подчеркиваю, что Республика Бурятия пытается все-таки восполнить вот этот момент, что у нас жесткая проблема нехватки учителей. А если, как сказала товарищ новый министр, о том, что к 2018 году должны все перейти на односменное образование, перевод на односменные школы приведет к тому, что опять высвободится большое количество вакантных мест педагогов, потому что у нас многие городские учителя, за счет чего у нас, в общем-то, зарплата кажется достаточной, потому что не работают 2-3 смены. И вот это тоже достаточно сложная проблема. Поэтому в завершении своего небольшого сообщения я хочу сказать о том, что вот профессиональная программа профпереподготовки, она очень важна в том направлении, что мы сыграли для сельских школ большую роль сыграли. Сыграло большое значение для тех учителей, которые получили возможность за бесплатно получить диплом и образование. Поэтому я хочу где у нас приказ? Начать. Нет приказа. Приказа нет до самого. Так-то мы зачитываем приказ об окончании, но вот я думаю, что хочу пригласить к этой трибуне, перейти уже к торжественному вручению дипломов, пригласить куратора программы «Учитель истории и обществознания», кандидата социологических наук, доцента Александра Юрьевича Маскевича. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, мне очень приятно. Я приветствую всех участников конференции, замечательное событие. Ну и, конечно, поздравляю наших слушателей, успешно закончивших профессиональную переподготовку по истории обществознания. Ну, я вас уже поздравлял на ГАИ с окончанием, поэтому еще раз поздравляю. Ну, давайте приступим к вручению диплома. Я буду читать, вы будете красиво читать. Давайте. Давайте пригласим Анатолия Макимяновича, гости из Москвы, и Владимира Стрижановича для вручения диплома. Я буду читать, а вы будете красиво вручать. Договорились? Так, значит, первый диплом я зачитаю, как он красиво звучит. Диплом о профессиональной переподготовке. Номер там вообще очень большой. Документ о квалификации. Регистрационный номер. Город Улан-Удэ. Дата выдачи 1 ноября 2016 года. Настоящий диплом свидетельствует о том, что Гуруева Марина Львовна 16 ноября 2015 года по 1 ноября 2016 года прошла профессиональную переподготовку в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования Бурятский государственный университет по программе «Педагогическое образование, учитель истории и обществознания» в объеме 1008 часов. Итоговая аттестационная комиссия решением от 24 октября 2016 года подтверждает, что Гуруевой Марине Львовне присвоена квалификация учитель истории и обществознания. Хорошо. Так, следующий диплом вручается Дамбаевой Аюне Гармажаповне. Теперь вы читайте сами. Диплом вручается с одной Татьяны Ашеровой. Вручается диплом Замбалову Эрдему Бахударжевичу. Диплом вручается Шайдоновой Саяне Шайдоновне. С одного. Я понял. Диплом вручается Цыгенову Царилу Мункажаповичу. Диплом вручается МД Мунко Баировичу. Диплом вручается Марковой Светлане Германовне. Вручается Цыренову Жаргаву Александровичу. Диплом вручается Яндановой Туяне Фурбоевне.
диплом вручается Савельевой Виктории Николаевне. Диплом вручается Черных Наталье Павловне. Вручается диплом Сенюшкиной Светлане Леонидовне. Диплом вручается Бакуевой Евгении Николаевне. Диплом вручается Балганджамсоевой Ханде Баировне. Диплом вручается Сергеевой Наталье Сергеевне. Диплом вручается Ратнаевой Евгеньевне Бакачировне. Дорогие друзья, поздравляем вас с вручением диплома. Сейчас на 5 минут, Андрей Юрьевич, 5 минут сейчас будет коллективное фотографирование. Вот дипломник кто получил. А я сейчас слово предоставляется выпускникам. Уважаемая Марина Геннадьевна, Андрей Юрьевич, Антон Павлович, мы хотим выразить слова огромной благодарности за полученные знания, за тот бесценный опыт, который мы обязательно постараемся использовать в нашей педагогической деятельности. Мы желаем вам огромного счастья человеческого, здоровья, творческого полета и роста. И надеемся на дальнейшее сотрудничество. Спасибо огромное. Вот что наш выпускник исторического факультета, смотри. Вот в свое время не получил корочку. Да постойте еще 2 минуты. Ну ладно, мы можем долго стоять. Все. Спасибо большое. Сейчас минуточку, товарищи, те, которые участвуют в конференции, вы видели по программе, что у нас сейчас обед. Обед состоится в столовой БГУ главного корпуса в преподавательском зале. Там по талончикам проходите, сразу по правой стороне кушаете, да? В час дня начинаются работать 2 секции. Одна в 02:09, это на